الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, пусть Аллах простит нам наши грехи и ведет по своему пути, будучи мусульманами, и умертвит нас со словами «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах, чтобы Он укрепил нас на этом пути. Дай Аллах, чтобы наши намерения были правильными, и мы в судный день на своих весах увидели эту награду и также знания, которые мы с вами получаем, чтобы они свидетельствовали за нас, а не против нас. По милости Аллаха, после того, как мы прервались на 5 недель, альхамдулилля, Аллах дал возможность дальше продолжить цикл лекций, то есть тафсиров, которые мы с вами начали. И дошли мы с вами до 104 суры, это сура Аль-Хумаза. До этого мы с вами смотрели суры, которые были связаны с болезнями сердца. Самый злейший наш враг – это шайтан, который наущает нас всегда, и мы должны постоянно прибегать к Аллаху. Также зло, которое Аллах создал, и Он перечислил 3 из них особо важных. И также мы с вами увидели, по причине одной суры Аллах субханаху ва та'аля ввел людей в рай. Из-за этого мы с вами не просто должны слушать, читать Коран, а мы должны размышлять. Почему? Потому что Аллах субханаху ва та'аля дал нам эту возможность. Аллах субханаху ва та'аля дал нам видеть, слышать и понимать красоту, могущество Аллаха. И читая Коран, размышляя над аятами, мы еще ближе становимся к Аллаху. И Он для нас становится еще любимей. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, у многих из нас сердце занято другими вещами. Давайте посмотрим на наши сердца и подумаем, а у меня какие ценности этой жизни? Для чего я живу? Чего я хочу достичь? И самое главное, как я это буду делать? Может быть, уже многие из нас 15-20 лет читают намаз. Также они уже 15 лет назад научились читать Коран. Но насколько этот намаз, этот Коран повлиял на наши сердца? Давайте посмотрим. Взвесим и подумаем. Сейчас, если я вернусь к Аллаху, как я буду отвечать перед Ним?
за те блага, которые у меня есть, за те возможности, которые у меня есть. Или же я буду говорить, меня от изучения Корана или же от изучения других уроков. Что помешало-то? Что нам помешало? Дунья, за которым мы бежим? Или же какие-то имущества, которые после нашей смерти останутся здесь? И это имущество, может быть, разделят наши дети. Но дела и слова, которые мы с вами совершаем вот в этом мире, они останутся с нами. Так подумаешь, дорогой брат, что ты приготовил встречи с Аллахом? Что у тебя есть за плечами? Что ты будешь говорить? И сура Аль-Хумаза. А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах субханаху ва та'аля в этой короткой суре начинает со слов «Вайлюль ликулли хумазатиль люмаза». «Вайлюль ликуль». Что это обозначает? Горе всем тем. Кому же? Кому? Хумаза тиллюмаза. Хумаза, что обозначает? Что такое хулитель? А это тот, который приносит вред людям своими словами и делами, когда он видит этого человека. Иногда бывает такое, то, что мы даже не замечаем, как своим одним словом можем очень сильно ранить человека. Пусть Аллах убережет нас от этого. Почему? Потому что когда мы что-то говорим или что-то делаем, например, ты составил с одним братом договор. И в этом договоре ты обусловил то, что я соглашаюсь выполнить все твои условия, которые он написал. Хорошо. И вот из этих 10 условий, например, ты 9 сделал. А 10-й подумал, да ладно, что? Один всего лишь, одно условие. Но, братья, поймите, может быть, тот брат тебе ничего не скажет. Но именно вот этим делом ты его очень сильно обидишь. Почему? Потому что ты этот договор прочитал, ты согласился с этими условиями. Из-за этого будь добр, выполни все. Или же, если не можешь, возмести. Не оставляй на судный день. Почему? Потому что в судный день уже будет другая валюта. Из-за этого Аллах субханаху ва тааля предостерегает нас причинять вред кому-либо словом или делом. Люмаза – это обидчик, который неявно это делает. Не перед этим человеком, не перед его глазами, а за его спиной. Это еще опасней. Гиба,
гайбат. И хочу привести вам один хадис. Когда один мужчина подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил про одну женщину, которая много читала намаз, много постилась и много давала садака, но она приносила вред своим языком. Кому? Своим соседям. Своим соседям она приносила вред. Что-то подслушивала, что-то видела и тем самым рассказывала другим. И когда человек пришел и спросил у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, про эту женщину, то наш любимый пророк что ответил? Хия финнар. Хия, она финнар. Она в огне. Из-за этого, братья, мы должны понять одну вещь. Человек не из-за своих намазов, и не из-за своих постов, и не из-за садака заходит в рай. А он заходит в рай только через довольство Аллаха. Из-за этого, перед тем, как что-то сделать или что-то сказать, подумайте. И взвесьте, как это слово или это дело повлияет на ваши весы в судный день. Как вы будете отвечать перед Аллахом за это? Потому что ни одно слово, ни одно дело не упускается. И оно все записывается у нас в нашей книге. И за каждое слово, и за каждое дело мы будем отвечать перед Аллахом. Пусть Аллах облегчит нам этот расчет. Аллах субханаху ва тааля продолжает в этой суре, говорит: «Аллази джама'a ма'ла ва аддада». Аллази, который джама'a, собрал богатство, имущество и постоянно его пересчитывает. И думает, то, что вот я заработал, вот моя цель, я ее достиг, и он ее постоянно пересчитывает. И думает то, что вот это имущество ему поможет. Как? Как поможет? Аллах отвечает на этот вопрос в 3 аяте и говорит: «Яхсабу анна малаху ахлада». Этот человек думает то, что вот это его богатство, вот это имущество сделает его вечным, увековечит его. Но так ли это? Так ли это? Нет, дорогие мои братья, еще раз нет. Имущество, которое у нас есть, оно может нам принести пользу или же вред. И кого-то Аллах именно этим и испытывает, дав ему богатство, имущество. Он хочет проверить: мой раб что сделает? И давайте вспомним хадис, у которого была проказа, у которого не было волос и который был слепым.
Вспомните этот хадис. Вспомните и подумайте. А я что делаю со своим имуществом? Я как использую это богатство, эти блага, которые Аллах мне дал? И самое главное, как я буду отвечать за это? Также Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Калля лаюмбазанна фил хутама». Но нет же, нет. Вот это богатство ему никак не поможет. И его место будет где? В сокрушилище. И как ученые тафсира приводят, это обозначает ад, который Аллах Субханаху ва Та'аля приготовил для кого? Да, в первую очередь это для неверных, для лицемеров. Ну, также, пусть Аллах упасет нас от этого, мусульмане тоже попадут туда. Из-за этого мы не должны обольщаться. То, что я читаю намаз, я делаю зикр, читаю Коран. А посмотри, какой след оставляет этот намаз или чтение Корана у тебя в сердце. Как оно тебя изменяет? Калля лаюмбазанна фил хутама. И Аллах Субханаху ва Та'аля спрашивает у пророка Мухаммада саллаллаху алейхиссалям: «Вама адрака маль хутама?» Что ты мог знать об аде? И вспомните, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, когда вознесся и увидел ад, то он своим сахабам что сказал? Если бы, говорит, вы видели то, что я увидел, то, говорит, вы не поднимали бы свои головы. Откуда? Откуда? Сажда. Сажда. И по милости Аллаха мы его не видели. И пусть Аллах упасет нас от этого. Но мы увидим судный день. Мы будем находиться там, и Аллах соберет нас. И непременно за каждое слово, за каждое дело мы будем отвечать. Так давайте же готовиться вместе, помогая друг другу, напоминая об этом. Если ты сам себе не поможешь, то кто? Кто тебе поможет? Хутама, ад. И дровами этого ада что будет-то? Вспомните, посмотрите, поразмышляйте над аятами Корана. Сура Бакара, Аллах Субханаху ва Та'аля что говорит? Дровами этого огня будут что? Люди и камни. Люди и камни. И если Аллах Субханаху ва Та'аля нам сообщил об этом, то это непременно будет. Из-за этого ад – это очень страшная вещь. И мы должны опасаться от него. Но, к сожалению, иногда бывают такие времена, на некоторые вещи мы смотрим так легко и думаем: ну Аллах же милостивый, Он милосердный, простит. Да, Аллах Он милостивый, Он и милосердный.
Но Аллах Субханаху ва Тааля, Он самый жесткий в наказании тоже. Из-за этого у человека есть выбор. И он выбирает себе дорогу. И когда Аллах Субханаху ва Тааля спросил: «Вама адрака маль хутама?» И также отвечает: «Наруллахил муқада». Огонь Аллаха, который Он уже давным-давно разжег. Из-за этого Он, этот огонь, уже все ждет, когда же ему начнут давать дарова. И вспомните в судный день, сколько ангелов, за сколько цепей держась приведут этот огонь. 70 тысяч цепей. И за каждую цепь будут держаться 70 тысяч ангелов. Что нам еще надо? Что еще мы хотим? И после этих знаний, неужели мы все еще будем стремиться к этой дунье? Я не говорю то, что здесь не надо жить. Не надо какие-то цели ставить. Нет, я не об этом. А я хочу сказать, давайте пересмотрим наши ценности в наших сердцах. Какое место в моем сердце занимает Аллах, ислам, наш пророк? Вот над чем мы должны задуматься. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аллати таттали'у аля афида». Огонь, который доходит до сердец. Представьте себе, ты случайно обжегся. Бывает такое. И может быть, этот огонь задел твою кожу. И ты уже не можешь терпеть. Не можешь терпеть. А в судный день, когда человека бросит в огонь, то вот этот огонь будет его полностью поглощать. Полностью поглощать и сжигать, доходя до сердец. И это будет одноразово? Нет. Нет. Аллах Субханаху ва Тааля нам сообщает то, что как только кожа и мясо, все это Аллах Субханаху ва Тааля сожжет этим огнем, и этот огонь дойдет до сердец, то опять эта кожа восстановится. И это сколько будет продолжаться? Вечно. Вечно будет продолжаться для тех, которые не уверовали. Для тех, которые совершали ширк. Из-за этого, по милости Аллаха, у нас есть возможность изучать нашу религию. Альхамдулилля, у нас есть учителя. Альхамдулилля, у нас есть книги. Так давайте же будем цепляться за эту возможность и оберегать себя от этого огня, который «Иннаха алейхим мусада фи амадим мумаддада». Поистине он, огонь, будет над ними сомкнут. И вот эти люди, которые будут находиться в аду,
они будут привязаны к колоннам. Из-за этого, дорогие мои братья, читая Коран, слова Аллаха, мы должны задуматься. Мы должны размышлять. Это не просто стихи. Это назидание для нас. Напоминание для нас. Да, сколько бы нам ни говорили, мы не можем представить. Не можем представить. Но так как мы люди размышляющие и опасаемся за себя в первую очередь, так давайте работать. Давайте делать, а не просто говорить. И не просто знать, а именно делать. Почему? Потому что знание только не спасает человека. Иблис тоже знает то, что Аллах существует. Но это его не спасло. Это ему не помогло. Из-за этого давайте мы тоже не будем только знающие, а будем действовать, размышлять, делать и самое главное, готовиться к самой важной встрече. И это встреча с Аллахом. Субханаллах бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Джазакум Аллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله